Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Туугандар, сиздер менен кайрадан эле баягы биздин дасыккан юристтер өткөндө трудовой договор боюнча кеңири сөз кылып, сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет деп атайын юристтерге биз чакырып келдик. Азыр бүгүн сиздердин трудовой боюнча өзгөчө баягы суроолорго толук маалымат алганы аракет кылабыз. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Артем, Арлтан, Айгерим. Азыр булар орусча сүйлөйт, Айгерим котору берет. Так, значит, тоже та же проблема, которая волнует наших мигрантов вот в последнее время, насчет трудового договора. Из-за трудового договора там выписывают штрафы, там выдворяют. Вот, можете подробно про это рассказать? Давайте я начну тогда. Сейчас немножко меняется практика применения вообще закона. Она буквально 2 недели назад начала изменяться, и это уже негативно в том числе сказывается на решении о выдворениях. Объясню, в чем нюанс. Есть приказ МВД, он еще был в 2021 году, был принят. В Москве он не особо применялся, но зато активно используется в регионах. Смысл его какой? Раньше гражданин Кыргызстана, член Евразийского союза, приезжает на территорию России, в течение месяца делает себе регистрацию, проходит сахар, допустим, если это в Москве, дактилоскопию, все документы у него на руках. Дальше в течение 90 дней он должен устроиться на работу официально. И это было срок работы, срок действия трудового договора определялся сроком его пребывания. Сейчас же в Москве стали немножко по-другому применять. То есть он тоже самое должен делать. Приехал, сделал все регистрацию, устроился на работу. И до истечения 90 дней с момента въезда он должен пойти в отдел по вопросам миграции, там, где он зарегистрирован, и написать заявление в произвольной форме. То есть я такой-то прошу продлить мне срок пребывания. И к этому заявлению он должен обязательно положить копию паспорта своего, все страницы, и копию трудового договора. И ему на миграционной карте на обороте ставят печать о том, что срок пребывания продлен. Он продлевается в случае, если трудовой договор на неопределенный срок до года. То есть вот 1 января он въехал, допустим, и до 1 января следующего года ему могут продлить срок пребывания. И он может продлеваться каждый год. То есть вот, год прошел, опять же он должен прийти в отдел по вопросам миграции, написать такое же заявление, те же самые документы приложить, трудовой договор, копию паспорта. И ему также продлевает дополнительно срок нахождения. И это сейчас будет законно. Раньше суды реагировали как? Есть официальный трудовой договор, все, находится законно. Сейчас же они требуют, чтобы было именно еще уведомление, чтобы орган миграции посмотрел, нет ли у него там запрета какого-либо, за этот период не наложили ли. Там, может быть, какие-то две административки были. Также могут сократить срок пребывания. Но если все, проблем нет, ставится печать, все, и проблем с этим никогда не будет. Значит, уже в базе сотрудники полиции, когда при проекте документов проверяют, смотрят миграционка, все, срок пребывания продлен, до свидания. Это очень важно. Да. Такое решение о продлении срока пребывания рассматривается в течение 3 рабочих дней. Она регламентирована приказом МВД от 22 ноября 2021 года, номер 926. А ранее до этого приказа был приказ от 2017 года МВД, где было прямо указано, что гражданам Кыргызстана, участникам договора о Евразийском экономическом союзе, такую печать, штамп в миграционной карте ставить не нужно было. Сейчас это необходимо делать, потому что многих привлекает по 18.8, часть 3.1, 1.1 бывает, и указывают, что сейчас суды, раньше, как говорил, трудовой договор был, все, их признавали незаконным. Сейчас уже Московский городской суд и Второй кассационный суд говорит нам о другом, о том, что да, он действительно заключен трудовой договор, и трудовой договор является лишь основанием для принятия решения о продлении срока пребывания. И все это теперь уже урегулировано и в этом приказе МВД. Она обязывает и граждан, участников ЕАЭС тоже ставить продлевать именно, писать необходимое заявление. В какие сроки необходимо обратиться с этим заявлением? В течение 90 дней с момента въезда. Это для тех, кто приехал с целью работы, те, кто обучается, образовательное учреждение, там, где тот высшее учебное заведение, либо среднеспециальное
образование, если получают, то учебное заведение должно обратиться с ходатайством в такое, в отдел по вопросам миграции о продлении срока пребывания за 20 дней, как минимум за 20 дней до окончания срока пребывания, которое вот в миграционной карте 90 дней указано. Если вот все в порядке по женам и членам семьи, да, детям несовершеннолетним, как продлевается по ним? То же самое. Бывает такое, да, я вот в декрете с ребенком дома сижу, муж у меня официально работает. Как мне продлить срок пребывания? Что мне делать, если трудового договора нет? Члены семьи, то есть супруги, должен быть официальный брак. То есть свидетельство о заключении брака должно быть, подтверждающее родство. Если там детям, либо жене, супруге хочет продлевать, не работающей, необходимо также взять трудовой договор, копию документов, подтверждающих родство. Это может быть как свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей. И точно так же в произвольной форме направляется заявление в отдел по вопросам миграции по месту пребывания, то есть по месту миграционного учета, где регистрация указана, именно в тот отдел по вопросам миграции нужно обращаться. И также на основании этого трудового договора, либо на срок его действия, если он на неопределенный срок, как говорил Артем, то будет до года сразу продлеваться. Это очень-очень важно. Это касается всех граждан, да, Кыргызстана, которые сейчас находятся. Потому что повсеместно, если взять, государство приучило уже в последнее время, что не нужно там ставить эти миграционные карты. И да, действительно, до последнего времени никто от этого в Москве не требовал. Но сейчас вот такой коллапс, практика складывается именно таким путем, что это необходимо делать. Вот поэтому нужно очень отнестись к этому. С одной стороны, это очень хорошо будет для тех, кто действительно официально работает, им не нужно будет все время бегать. Это отдельное решение, оно принимается, выглядит она, такая форма, выносится специально отдельное решение. Да, вот, потом вот отсканируйте примерно такого образца. Решение о продлении срока временного пребывания. Потому что очень много жалоб, и суды, я так понимаю, практика у них сейчас складывается такая, чтобы, да, не было излишне, да, неправильно привлеченных к административной ответственности по 18.8. И судится, конечно, соответственно, и лица, да, привлекаемые к административной ответственности, и судам будет легче определять уже, обращалось ли лицо с заявлением о продлении срока, либо не обращалось. Если обращалось, конечно, там уже будут рассматривать. Если не обращалась, то срок пребывания истек. Это принимается отдельным документом в этом порядке. Получается, они идут в МВД, ОВМ по миграционному учету? Да, по месту миграционного учета. Физическое лицо идет по месту миграционного учета. Это нужно будет делать, потому что практика, к сожалению, она сейчас складывается вот таким путем. Конечно, мы так надеемся, что дадут время, да, на внедрение этого в Москву, потому что резко так, нельзя это делать. Если так любого остановить иностранного гражданина, никто, единицы, кто действительно поставил себе штамп и обращался с заявлением о продлении. Но тем не менее, это исключит уже необоснованные привлечения. В базе есть или нету, на штампе этом уже все будет указано по продлению. Такая практика, она была и ранее, но с учетом того, что очень много людей и отделу по вопросам миграции не справлялись, были приказы 2017 года, которые МВД, которые говорили, что не нужно ставить, потому что все это принимает непосредственно Министерство внутренних дел. В их ведении находится продление либо сокращение срока пребывания. И в федеральном законе это все установлено. Сейчас уже конкретно этим приказом регламентировано, что и граждане Кыргызстана, все страны-участницы ЕАЭС, договор Евразийского экономического союза, определен строгий порядок продления срока пребывания. Это раньше нужно было делать только гражданам Узбекистана, Таджикистана. Да. Они продлевали срок пребывания таким образом. Сейчас же добавили еще граждан Кыргызстана. Ну, не только Кыргызстан. Ну, да, я имею в виду. Всех стран-участниц договора ЕАЭС. Это все
в первую очередь все делается для безопасности. В принципе, для тех, кто соблюдает законодательство Российской Федерации, здесь проблем никаких не должно быть. Потому что сейчас уже многие, все делают уже себе зеленую карточку, проходят фотографирование, дактилоскопию, стараются стать на миграционный учет в установленные законом сроки, проходит медицинское свидетельство. Единственное, что добавляется, теперь нужно будет писать заявление в отдел по вопросам миграции. В принципе, другого нет. Но это самое важное сейчас, помимо трудового договора. Если не продлили срок пребывания, значит лицо является незаконно находящимся на территории России. Исходить из этого приказа. Бул негизи жаңы мыйзам 2021 жылы эле күчүнө кирген экен, бирок муну Москва шаарында эч ким полиция кызматкерлери кыргыз жарандарынан муну талап кылган эмес. Бирок азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй талап кылып башташты. ЕСтин кирген өлкөлөрүнө эми мындайча айтканда кыргыз жарандарыбызга, мекендештерибизге негизи Россия жергесине киргенде биринчи эле 30 күндүн ичинде миграционный учетко регистрацияга турат. Экинчи, ошол эле 30 күндүн ичинде регистрацияны алып алып, Москвадагы мекендештери Сахарова барып, дактилоскопия, фотографирование, медосвидетельствованияны өтөт. Үчүнчүсүндө 90 күндүн ичинде бул трудовой договор же договор ГПХ жасатышы керек. Бирок эми ошол 90 күндүн ичинде эле договор ГПХ же трудовой договорду алып, сиздер миграционный картаңыздарды алып, МВД ОВМге барасыздар. Кайсыл жерде регистрация болгон болсоңуз, ошол территориальный МВД ОВМге барып, заявление, мындайча айтканда, арыз жазып, ошол жерден өзүңүздөрдүн Россия жергесинде жүргөн, мындайча айтканда, пребыванияңыздарды узартасыздар. Ошол миграционный картанын артында печать коюп берет, арыз жазгандан кийин трудовой договор менен. Ошол печать сиздердин Россия жергесинде бул мынчанчы датага чейин закондуу түрдө жүрөт дегендин белгиси болот. Бул ошол өзүңүздөр көргөн юристтердин айтымы боюнча азыр Мосгорсуд жана ошондой эле Второй кассационный суд биз обжалование, незаконное выдворение кылган мекендештерибизди обжалование кылабыз. Обжалование кылып, выдворениясын жокко чыгарабыз. Ошол учурда көпчүлүк мекендештерибизде трудовой договор бар болсо деле незаконно выдворение кылып салышчу. Эми ошол миграционный сиздерди, эми ошол полиция кызматкери сиздерди текшергенде миграционный картаңыздардын артындагы печатьты карайт, канчанчы датага чейин сиздер Россия жергесинде закондуу түрдө жүрө аласыздар. Ошолдун негизинде сиздерди, мындайча айтканда, кыргыз жарандарыбызды эми незаконно, закондуу түрдө эмес выдворение болбойт деген ишеничтебиз. Еще вот как раз приведу пример. Вот мы столкнулись на прошлой неделе с двумя уже такими случаями. Тоже женщине, гражданки Кыргызстана, поставили на миграционной карте срок пребывания сокращен, то есть до 16 марта. То есть она вот сегодня уже улетела. Ей поставили, сократили срок пребывания из-за непогашенной судимости. Еще в прошлом году ее там за поддельную регистрацию опять же дали штраф, и в течение года этот штраф погашается. Но на этот период как бы ей поставили запрет. Сейчас мы, ладно, подготовили там документы о снятии судимости досрочно, поэтому вот именно из-за таких случаев как бы попадаются и необходимо идти в ОВМ, чтобы ставили печать о продлении. Второй случай, это тоже гражданка обратилась, у нее поставили запрет по линии Роспотребнадзора. Тоже поставили срок, то, что необходимо выехать. Другое дело, то, что мы этот запрет в течение 1,5 месяца снимем, но опять же, чтобы соблюсти все формальности, чтобы не было каких-то нарушений закона, мы рекомендовали выехать, она уже выехала и через 1,5 месяца обратно въедет, но уже с чистой историей. Это как бы вот простой пример, из-за чего вот стал действовать в Москве такой, распространяться приказ. Да. Буквально еще эта практика начала сказаться совершенно свежая. Ее начали применять суды только буквально 2 недели назад. Она с марта, получается, почти. Да, вот с марта месяца, потому что в конце февраля по этим же основаниям мы со спокойной душой все отменяли. То сейчас практика идет таким путем. Конечно, мы сейчас направили в Верховный суд Российской Федерации по одному из людей жалобу для разъяснения. Потому что в Москве, действительно, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области сроки
штампы не ставились. Хотя это приказ, он не новый. Этот приказ от 2021 года. Но если исходить из чистоты пера, то граждане Кыргызстана еще с 2021 года, да, с 29 декабря 2021 года, обязаны были ставить себе на миграционной карте эти штампы о продлении. Но если само государство, сами отделы по вопросам миграции не регулировали этот вопрос и, да, не говорили о необходимости да, постановки, да, печатей штампов на миграционной карте, то, конечно, и люди уже привыкли к этому, что въехал, заключил трудовой договор и более ничего не требуется. То есть сейчас позиция, по крайней мере, именно Московского городского суда и позиция Второго кассационного суда, она такая. Нами еще для разъяснения, да, правового просвещения и разъяснения положений данных, потому что огромное количество людей сейчас находится в зоне риска. Мы направили соответствующее заявление о разъяснении и правильного применения данного приказа МВД, а также федерального закона о правовом положении иностранных граждан и статьи 97 договора Евразийского экономического союза. Потому что есть здесь определенные противоречия, как и в федеральном законе указано, что необходимо продлевать срок пребывания, но тем не менее регулируются нормы международных договоров. В договоре о Евразийском экономическом союзе указано, что определяется суды, что срок пребывания иностранного гражданина ЕАЭС определяется сроком действия трудового договора либо договора гражданско-правового характера. Там просто слово определяется. МВД говорит о том, что трудовой договор это является лишь основанием для продления срока пребывания. Но тем не менее, окончательное решение при продлении принимает отдел по вопросам миграции того или иного района, где вот зарегистрированы. И поэтому сейчас мы в таком вакууме находимся, да, в подвешенном состоянии, потому что есть позиция уже двух судов, но позиция Верховного суда Российской Федерации нам пока еще неизвестно ввиду того, что жалоба направлена только на прошлой неделе. И в течение 2-3 месяцев она будет рассмотрена. И все это время пока не определено по порядку применения. Массово, конечно, всех иностранных граждан не привлекают. В первую очередь при проверке документов сотрудники полиции смотрят не миграционную карту, да, а миграционный учет, если оно в базе миграционный учет, и трудовой договор. Это как было, так и есть. Вот, для того, чтобы не быть привлеченным, нужно вот эти положения в обязательном порядке соблюдать. Все они, конечно, обязательны, но в первую очередь сотрудники полиции при проверке документов смотрят именно на эти обстоятельства. Тоже мы как раз для этого и написали обращение в прокуратуру, чтобы нам прокурор разъяснил свою позицию в этом вопросе, как применять, и применяется ли этот приказ применимо к договору Евразийского экономического союза. Вот это его позиция тоже нам будет интересна, и на нее тоже будем опираться. Потому что мы, уже судьи Мосгорсуда достаточно примелькались, достаточно часто нас видят. И в ходе, конечно же, это не под протокол все эти разговоры, но в кулуарных разговорах говорят о том, что вот сейчас будем вот так вот делать. Поэтому нам немножко непонятная ситуация именно по применению договора Евразийского положения. И судьи сами не понимают, и сами они говорят, вот такое сейчас нам направляют, обращайтесь в Верховный суд, мы будем только рады, если нам дадут разъяснение по данному вопросу. Им самим интересно, позиция прям вышестоящих судов, как применять. Потому что там сложилось две тоже коалиции, одни применяют по тем доводам, которые мы пишем, они прям с нами согласны. Другие же, у них корни противоположная ситуация. И они сами не могут определиться, в какую сторону весов качнется маятник. Для того, чтобы избежать вообще возможности привлечения себя к ответственности. Поэтому мы вышли. Наша задача предупредить людей, сказать, что им необходимо сделать для того, чтобы вообще исключить возможность привлечения себя к административной ответственности по 18.8. Потому что неизвестно, к какому суде это попадет. Тот, который действительно применяет часть 5 статьи 97,
договор Евразийской экономической союзе, а другой говорит, а приказ МВД вы не исполнили. Соответственно, у вас срок пребывания не продлен, а только МВД продлевает срок пребывания. В связи с чем в действиях такого-то гражданина усматриваются признаки административного правонарушения. Назначает 5000 штрафа и выдворение, либо принудительно, либо самостоятельно. И поэтому, чтобы исключить, если есть приказ, он есть этот приказ. Надо его исполнять до того момента, пока эта позиция не будет уже урегулирована и единого мнения, к единому мнению пока не придут все по правилам применения. По настоящее время, как нам известно, отдел по вопросам миграции до сих пор не просит ничего там в миграционной карте поставить, еще что-то. Но суды при рассмотрении таких дел обязательно смотрят эту миграционную карту. Обращался человек с заявлением о продлении срока пребывания или нет? Вот это вот очень важная информация. Она без исключения касается всех. Всех. К нашим коллегам, к юристам обращаюсь тоже. Если вы нас смотрите, при консультации говорите, откройте этот приказ, он от 22 ноября 2021 года, 926. Все мы все равно делаем одно дело, нам не жалко поделиться своими знаниями. Прочитайте его внимательно, и тогда вы уже все прекрасно поймете. По договору ЕАЭС, получается, нужно продлевать или не нужно? Нужно. По приказу МВД нужно. И по договору ЕАЭС, да? Ну, да. Там прямо указано в пункте 6. Здесь вот в общих положениях, что в отношении иностранного гражданина, да, члена государства Евразийского экономического союза, в подразделении по вопросам миграции по месту пребывания иностранного гражданина подается соответствующее заявление. То есть прямо указано для членов государств, граждан государств, это Кыргызстан, Армения, Казахстан, Беларусь. Бул мыйзам 22 ноябрь 2021 жылда эле күчүнө кирген. Бул бир гана МВД ОВМден, кыргыз жарандарынан, ЕАЭСке кирген өлкөлөрдүн жарандарынан талап кылынган эмес. Бирок бул 2 жума эле болду. Мынакей биз выдворенияны жокко чыгаруу үчүн сотторго кайрылганда, Московский городской суд, Второй кассационный суд кайрылганда, кээрки соттор ушул приказ боюнча Кыргызстан жараны, выдворение болгон Кыргызстан жараны МВД ОВМге кайрылып, арыз менен кайрылып, өзүнүн миграционный картасына печать койдурганбы же койдурган эмеспи деп ошол приказ боюнча дагы карап жатышат. Ошол приказ боюнча эгерде койдурулган эмес болсо, кээрки соттор отказ берип жатат. Ал эми кээрки соттор бул приказ боюнча иштебей эле, эгерде Кыргызстан жаранынын основаниялары негизи бар болсо, чыгарганга, выдворенияны жок кылганга негиздери бар болсо, жок кылып жатышат. Андыктан азырынча бул, мындайча айтканда, практика жүзүнө эми кирип, Москва шаарында, андыктан мындайча айтканда, бул Москва шаарында практика кире элек болчу. Башка региондордо полиция кызматкерлери МВД ОВМ Кыргызстан жарандарынан талап кылып жүргөн. Азырынча эми ушундай белгисиз болуп жатканда, биздин юристтер Верховный сотко кайрылышты биздин иш боюнча. Бул приказ боюнча, бул мыйзам боюнча практикага 2 жума болду киргенине. Ошол боюнча прокуратурада кайрылышты. Официалдуу түрдө жоопту күтүп жатышат. Официалдуу түрдө жооп келгенден кийин бул сотко кайрылганда бул приказды кандайынан колдонуш керек? Официалдуу түрдө жооп келгенден кийин дагы сиздерге чыгып айтып беребиз. С нашими соотечественниками, которые уже работают официально, с ними понятно, там у них есть договора чистые, там через организацию они делают. Вот, как поступить тем людям, которые работают в частном порядке или в общем вот где-то подрабатывают, как им поступить в данном случае? Он регулируется же не только договором трудовым, но и договором гражданско-правового характера. Должен быть договор на оказание каких-либо услуг. Да? Если это швея, у нее должен быть хотя бы договор на оказание услуг по производству, да, шитью, там, какой-нибудь одежды, еще что-то. Кто на подработках, но нет такого, не имеет иностранный гражданин права
работать неофициально, либо без договора ГПХ. Не предусмотрено это законодательством. Те, кто только либо официальный, либо по договору гражданско-правового характера. Вот самые незащищенные слои населения, как по мне, так это водители такси, потому что у них практически ничего нет. Они, Яндекс это является агрегатором, он не является каким-то, да, там, работодателем. Это наоборот, Яндекс просто принимает заявки и распределяет по водителям заказы. И водителю нужно было просто иметь, если он к парку, там проще. С парком заключается договор, хотя бы там на выполнение каких-либо работ. И те также срок продлеваться будет на основании этого договора гражданско-правового характера. Есть такие, в парке, которые, да, этот договор и несет в ОВМ. В ОВМ, в отдел по вопросам миграции. Но он должен также уведомлять о заключении такого договора, да, отдел по вопросам миграции в течение 3 рабочих дней с момента заключения такого договора. Есть определенные, конечно, казусы в законодательстве, на которых достаточно большое, да, количество людей подпадает, но она не регламентирована, и это уже, наверное, работа будет немножко на другом уровне, да, на межправительственном, как урегулировать вот таких людей. Потому что в сфере такси, да, пассажироперевозок, значительное количество граждан Кыргызстана работает. И тем не менее, вот они не защищены от этого. Законодательство там 2 и более административных правонарушений. На 3 года могут, да, поставить запрет. И это уже нужно, конечно, на другом уровне проговаривать. Там же не указывается, какие именно правонарушения, вот на 3 года вам поставим. Любые. Будь то там правила дорожного движения. Я сам водитель и прекрасно понимаю, как порой иногда бывает сложно, да, точнее легко получить тот или иной штраф там, за нарушение правил дорожного движения. Но тем не менее такое случается, и они принимаются. Да, негласно, есть правила у отдела по вопросам миграции, они не принимают решения о нерешении въезда в Российскую Федерацию за незначительные правонарушения. Но если это там отказ от медицинского освидетельствования, либо вождение, да, управление транспортным средством в состоянии опьянения, за такие однозначно вот, да, ставят. Это 100%, потому что это повышенной общественной опасности правонарушения. Смотрите, мы здесь анализировали этот, сам приказ. Вот в Москве, мне кажется, его будет сложно реализовывать. По одной простой причине. У многих иностранцев регистрация в одном месте, а проживают они фактически в другой. Но они должны нести трудовой договор там, где они зарегистрированы. И еще не факт, что она настоящая. Вот. Это же тоже потом будет проявляться. И их потом также они будут подвергнуты выдворению, там, привлечению к ответственности. И если он прям пойдет массовый характер, мне кажется, может вообще коллапс возникнуть. Мы анализировали. Этот приказ, он не новый. Он 2021 года. В Москве не применялся. В Москве, Московской области, да, в больших таких крупных регионах. Потому что, но сейчас на него суды прямо стали указывать, что есть установлен законный порядок, который данный, да, приказ прошел все проверки и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации. Он обязателен для исполнения при продлении регистрации. И вот такой вот коллапс случается. Мосгорсуд говорит так, Второй кассационный так, а на деле же это не исполнялось уже длительное время. С 2017 года не исполнялось это. И сейчас у любого иностранного гражданина возьми из ЕС, да ни у кого там нету штампа. Нету. Вот в этом и проблема. Поэтому мы и вот на эту тему сегодня решили высказаться. Потому что мы же практически ежедневно в этих судах представляем интересы. И прекрасно понимаем, как сейчас, на данный момент, именно на этот период времени, мы не знаем, что через 3 месяца, может быть, практика изменится совершенно по-другому. Но на настоящий момент вот у судов позиция такая. Нету штампа в миграционной карте о продлении срока пребывания, значит, находится незаконно. Независимо от того,
был ли трудовой договор или не было. Мы же в любом случае надеемся, что Верховный суд России станет на нашу сторону, что именно наше применение закона, оно верное, так как договор международный имеет большую силу над приказом МВД. То есть у нас такая позиция, которая тоже не, имеет право на жизнь, на существование, и раньше так очень Так часто и было, применялось. да, Да. так и применялось. Мы надеемся, что Верховный суд уже станет на нашу сторону. Чтобы все это... Наша обязанность донести до вас это, потому что я уже 2 недели копаюсь в законодательстве, ежедневно эту практику Верховного суда, этот консультант плюс меня, наверное, скоро удалят из него, потому что практику постоянно, потому что мы же несем люди нас слушают и исполняют то или иное. Я знаю, он знает, как это применяется, а другие не знают. Да, многие не знают и не задумывались даже. Никто ж не спрашивает. Но это дело доходит, но когда до суда дело доходит, суд уже прямо указывает вот на этот приказ. Суд, незнание закона не освобождает от ответственности. Да. Вот Это вы хотите. Поэтому вот хотели бы обратиться, если для разъяснения вам нужно, в любой момент можете обращаться, установлен с 10 до 19:00, проконсультируют, какие документы необходимы, как помочь. У нас есть образцы заявления, примерная форма, и какие документы необходимы для продления данного срока пребывания. Конечно, разъяснение всем дадим, все, что от нас зависит, в правовом просвещении, мы с своей стороны сделаем. Пока практика не упорядочилась, не даны нам разъяснения в полном объеме, эта ситуация является до сих пор спорной, мы бы все-таки рекомендовали продлевать регистрацию так, как она положена, как это установлено приказом МВД, ставить эти печати до того момента, пока Верховный суд либо вышестоящие суды не установят уже позицию окончательную по данному вопросу. Если подытожить, что должны сделать? Заехали, стали на миграционный учет, устроились на работу, Сахарова прошли, дактилоскопию, устроились на работу и до 90 дней с момента заезда отнесли копию паспорта, копию трудового договора с заявлением в ОВМ по месту регистрации. Все, вы все выполнили требующие от вас. Да, если членов семьи хотите продлить, точно так же, только для членов семьи эти же документы, и плюс документы, подтверждающие родство, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей. И на детей вы можете. Вот в этом и тоже суть. Членами семьи, многие говорят, по мусульманским обрядам это моя жена, но Россия является светским государством, и только свидетельство о заключении брака будет подтверждать брачно-семейные отношения. Поэтому это будет распространяться только на тех, по семье, по членам семьи, у кого брак заключен официально, у кого есть свидетельство о заключении брака. Буга чейин айтып кеткендей эле, Кыргызстандын жараны Россия жергесине киргенден кийин подработкада иштейби, курьер болуп иштейби, таксист болуп иштейби, ал Россия өлкөсүнүн мыйзамы боюнча договор ЕС боюнча 90 күндүн ичинде официалдуу түрдө жумушка кирип трудовой договор алышы керек. Ошол эле алган трудовой договорду ошол эле 90 күндүн ичинде МВД ОВМге кайсыл жерде регистрация болгон болсоңуз, ошол МВД ОВМге кайрылып, арыз жазып, ошол жерде миграционный картанын артына печать коюп берет. Ошол печать менен сиз Россия жергесинде закондуу түрдө жүргөн болосуз. Мына туугандар, негизи эле мыйзамдагы эми өзгөрүүлөр десек болбойт, бул өзү негизи эски мыйзам экен. Негизи эле ушул маалымат катары сиздерге жаңылыктарды айтып кетти. Сот процедурасында кандай нерселер болуп атат, кандай жаңылыктар болуп атат уктуңуздар. Анан эгерде сиздер таксиде иштесеңиздер, комментарийге жаза кетиңиздер, кандай кылып договор кылып атасыздар. ГПХ боюнча дагы эгерде практика жүзүндө иштеген болсоңуздар жаза кетиңиздер. Кантип ошол ГПХны түзгөндөргө бизден мекендештерге жардам болсун. Еще вот кроме трудового договора, скажем, про Сахарова там тоже затронем тему. Без карточки сейчас невозможно находиться в Российской Федерации, правильно? За 30 дней он должен пройти вот эту процедуру. Процедуру, да?
Обязательно. Это обязательно. Обязательно. Как и трудовой договор. Трудовой договор 90 дней, 90 дней. а медицинское свидетельствование, дактилоскопия 30 дней с момента въезда. Это обязательные документы. Не Это- сделал выдворение 100%. Это делается все для безопасности. Мгм. Все, что это необходимо, это в том числе для безопасности иностранных граждан. Государство установило для своей собственной безопасности и для всех лиц, проживающих, пребывающих на территории России, определенные правила. Что государство должно знать, где иностранный гражданин проживает. Это миграционный учет. В течение 30 дней. 30 дней то дается для граждан Кыргызстана. Это достаточно большой срок. Это, а по общему правилу 7 дней. Для некоторых стран 15. А так вообще 7 дней. Для граждан Кыргызстана 30 дней с момента въезда. В течение 30 дней дактилоскопия, фотографирование. Это чтобы минимизировать различные преступления. Да? То есть безопасный город. Все есть в базе, да, дактилоскопия, отпечатки пальцев. Не дай бог, кто-то совершил преступление, уже сразу это все быстро найдется. Для чего проходится медицинское заключение? Чтобы исключить нахождение в России, да, открытых форм заболевания, таких как там туберкулез, сифилис, ВИЧ. Это же опасные заболевания. Это делается все для безопасности. Многие люди не знают о том, что у них есть то или иное заболевание. И благодаря этому медицинскому освидетельствованию узнают, что есть такое заболевание и проходит необходимый курс лечения. Это все для безопасности. Все, прошли, нету ничего, все здоровы, дали вам на год. И именно год это тот срок, в течение которого не нужно проходить еще раз, подтверждается. И это как ежегодный диспансер, по сути дела. Все прошли. Трудовой договор. Да, уведомление направили, заключили трудовой договор, работодатель, это обязанность работодателя в течение 3 рабочих дней направить уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином в отдел по вопросам миграции. В течение своего срока пребывания 90 дней, чтобы уже продлить себе нахождение по приказу МВД. Раньше не требовали в Москве, но сейчас суды указывают на это, лучше это делать. Я настоятельно рекомендую направлять заявление, в свободной форме указывается на имя начальника отдела по вопросам миграции по тому месту, в тот ОВМ надо, где у вас регистрация, миграционный учет состоите. Заявление, трудовой договор, копия паспорта. Если есть члены семьи, жена не работающая или несовершеннолетние дети, сразу же в этом заявлении можно указать продлить мне и членам моей семьи, моей жене, моему ребенку. Родственные связи подтверждаются свидетельством о заключении брака, свидетельством о рождении. Вот их копии паспорта, все страницы, если это загранпаспорт. Если ID-карта, соответственно, с 2 сторон просто. И все. И на срок действия трудового договора, если он срочный, там, на 3 месяца, на 6 месяцев заключает, на 6 месяцев вам продлят. Если он неопределенный срок заключен, бессрочный, то есть, на год продлевать с момента въезда. Вот такой порядок. Хотелось бы всем пожелать добра, соблюдения законодательства Российской Федерации. Благодаря Москобару у нас есть площадка такая, на которой мы можем увеличивать правовое сознание иностранных граждан, и чтобы не допускать каких-либо нарушений законодательства. Это будет соблюдено. Если это все сейчас будем делать, то меньше случаев будет нарушения закона. Один вопрос. Вот такой вопрос раньше тоже был. Сейчас, исходя из этой истории, сейчас трудовой договор для семьи. В случае муж работает, жена остается дома, детей кормит, можно там указать в трудовом договоре и указать в этом, в заявлении, что у нее там дома дети, жена, продлить нахождение. Да, верно? Да. Все верно. Вот он как глава семейства, он работает. Все члены семьи, это его Теперь, я понял. Да. Такой вопрос раньше часто задавали. Может ли жена сделать в таком порядке? Там муж не работает, жена работает официально. Возможно ли? Никаких проблем нет. Вообще. Можно, да? У нас же равноправие, нету какого-то деления по гендерному, типу, независимо, мужчина это или женщина. Жақсы хабардық тұмар мына. Аялыңарды істетіп қойып, официально өзіңер үйде жатсаңар бола береді.
чистый договор кылып. В России мужчина может официально уходить в декретный отпуск Даже по, так, уходу, да. по уходу за ребенком. Жена работает, Жена муж может дома продолжать сидит. работать, а мужчина может находиться с ребенком. И это на законодательном уровне закреплено. Туғандар, мына сіздерге қолдан келісінше маалымат алып бердік. Иван, большое спасибо за информацию. Пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо вам. Дағы комментарийге қандай сұраулар қызықтырса жазып қойыңыздар. Ошол сұрауларға сіздерге юристерден қолдан келген маалымат алып береміз. Анан юристердің номерлерін экранға қойып кетеміз. Ошол 18-8 выдворение бойынша қандайдыр бір юридикалық мәселелер болған болса сөзсіз жазып қайрылсаңыздар болады. Қырғыз тілінде жазыңыздар. Анан bir айта кетчү нерсе туғандар. Жаса қалбады, чалса қалбады дегендерге өзі негізі иш учурунда, өзінің графигі бар, ошол иш учурунда иш күндөрү жазып койсоңуздар, очерет менен сіздерге жооп беришет. Кыргыз эле жазсаңыздар, кыргыз эле жооп аласыздар туғандар. Андыктан негизи эле бөтөн жерде бөдө кырсыктан, курудоматтан Аллахым сактасын. Негизи эле жыйынтыгында айта кетчү нерсе ошол өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар, бөтөн жерде жакшы жүрүңүздөр, мыйзамдарды сактап, документти тактап, аман болуңуздар туғандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештерим, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.